Дизайнерские вещи всегда выглядят необычно. На этом мастер-классе можно не только создать уникальный аксессуар, но и познакомиться с историей Башкортостана. В Национальном музее проходит необычный мастер-класс «Плетем поясок». Мастерить в окружении расшитых подушек, полотенец и кованых сундуков – ни с чем не сравнимое погружение в историю. Настя, а тебе понравился мастер-класс? Да, мне понравилось плести вот такие вот пояса. Я узнала то, что белый цвет обозначает чистоту, красный – нравственность, что достаточно интересно. Также я узнала много о Башкортостане, чего я не знала раньше. Оказывается, в старину заниматься вот таким непростым рукоделием умели все, от мала до велика, и мужчины, и женщины, и даже дети. Пояс, как известно, выполнял не только функцию ремня, держал штаны, он еще был в качестве оберега. Лер, какая польза приносит сейчас этот мастер-класс? Я считаю, что он может развивать моторику пальцев, потому что в наше время сейчас мало кто вяжет или рисует. Все больше сидят в телефонах. И, как по мне, это хороший способ узнать историю нашей страны, даже историю Древней Руси. Нам часто рассказывают о башкирских нагрудниках, головных уборах и прочих крупных предметах одежды. А тут появилась уникальная возможность узнать о таком неявном предмете повседневного гардероба. Да еще и самим создать его всего за 1 час. Самир, а как плести этот поясок? Все очень просто. Просто нижнее нанизываем наверх. А потом передвигаем пальцы и то же самое, только с другой рукой. А как эти умения пригодятся в 21 веке? Мне кажется, что это очень полезно и интересно. Можно с помощью таких поясков сделать себе какое-нибудь украшение, например, браслет. Мне кажется, это будет выглядеть очень симпатично. Плетется он довольно просто, но все же любая допущенная ошибка грозит испортить узор. Эта деталь одежды имеет не только практическую функцию, но и смысловую. Не просто так существует поговорка «встречают по одежке». Ваш внешний вид говорит многое. Анастасия Шавырова, Татьяна Никитина. Специально для Горы новостей.